Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. С 24 по 26 июня в Якутске проходит 12-й форум молодых библиотекарей России «Грани библиотекаря». Молодые специалисты обсуждают актуальные вопросы профессионального роста, обмениваются опытом, учатся и делятся интересными идеями. Также в рамках форума проходит конкурс на лучший проект в библиотечной сфере. Об этом сегодня и поговорим. У нас в гостях Тамара Ананова, эксперт форума молодых библиотекарей России, директор по реализации национальных и ведомственных проектов Российской государственной библиотеки. Тамара Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Так, начнем, пожалуй, с форума. Расскажите, как вас, устроила ли организация, что вообще там происходит, как меняются библиотеки, потому что если раньше туда можно было прийти за книгой, то сейчас это совершенно уже другое пространство. Да, если начинать с форума, то, конечно, не могу не отметить, как я рада тому, что форум проходит именно в Республике Якутия. Я давно хотела оказаться в гостях у вас и познакомиться с республикой, познакомиться с опытом работы коллег здесь. Поэтому абсолютно точно очень радостно было приезжать к вам. Отдельно хочу отметить организацию форума. Действительно, мероприятие проходит очень масштабная, замечательная организация. И в целом форум, если мы говорим о форуме молодых библиотекарей, на самом деле для отрасли это очень важное направление работы. Я думаю, как и многие другие сферы, сфера библиотечная испытывает потребность в молодых кадрах, в молодежи. И мы говорим как о привлечении молодежи, как читателей, так и о привлечении молодых кадров к работе в библиотеке. И благодаря такому форуму мы можем посмотреть, какие есть интересные практики работы с нашими молодыми специалистами в сфере, как-то друг у друга подсмотреть вот эти навыки работы, практики работы, опыт и пытаться внедрить это у себя в регионе, да, попытаться внедрить в своей библиотеке, чтобы кадры, во-первых, не только приходили в библиотеку, но и задерживались, чтобы им было интересно работать. А библиотечная сфера сегодня – это действительно совершенно другой мир, чем это было там условно 20 лет назад. У нас активно сейчас модернизируются библиотеки по всей стране, и начинающий молодой специалист может найти просто множество возможностей самореализоваться именно в библиотеке. Поэтому мы очень ждем в библиотеках молодые кадры и надеемся, что они будут приходить к нам со своими идеями, со своими тоже проектами, реализовывать их и расти как специалисты. А вообще, что сегодня молодых специалистов библиотечной системы волнует? Вы знаете, любому молодому специалисту сейчас в целом актуальна тема поколений, да, там зумеры, миллениалы. И, конечно же, молодые специалисты хотят быть услышанными, молодые специалисты хотят иметь возможность самореализоваться, да, что они приходят на какое-то место работы, и им дают возможность проявить себя, проявить свои идеи, реализовать эти идеи. И в том числе в рамках этого форума мы показываем, что есть возможность это сделать в библиотеке, и учим в том числе наставников, как быть хорошими, грамотными наставниками для того, чтобы дать возможность развить потенциал вот этих молодых специалистов на местах. Вообще библиотечная система, она же связана с нацпроектами, например, с нацпроектом «Культура». Да, про это тоже немножечко могу рассказать. У нас с 2019 года по 2024 год действовал национальный проект «Культура», и благодаря нему случился такой ренессанс, на самом деле, библиотечной сферы. Это дало толчок развитию библиотек во всех регионах страны. Республика Якутия здесь тоже не исключение. Якутия активно у нас участвует в национальном проекте. Сейчас у нас действует национальный проект «Семья», и в рамках этих двух нацпроектов есть такое направление, в рамках которого модернизируются библиотеки. То есть мы берем библиотеку, которая давно, к сожалению, не обновлялась, там, понятно, были проблемы, возможно, с ресурсами, с финансами, вот, давно не обновлялась, не было ни ремонта, не было поступления новых книг, и за счет федерального финансирования есть возможность создать современное классное пространство, куда хотят прийти как взрослое поколение, так и дети, так и молодежь. Это пространство, где у тебя есть все актуальные современные книги, пространство, где у тебя есть
ноутбуки, компьютеры, VR-очки, 3D-принтеры, то есть совершенно разное оборудование, где проходит множество мастер-классов, лекций, каких-то мероприятий, где можно развивать креативные индустрии в том числе. То есть библиотека сегодня может конкурировать уже со многими другими учреждениями, в том числе и культуры, учреждениями досуга, с которыми раньше она не могла так активно конкурировать. Знакомы ли вы с библиотеками нашего региона? Учитывая просто, что вы так хотели к нам попасть, может быть, как-то знакомство уже состоялось? На самом деле я планирую посетить множество библиотек. К сожалению, у меня сегодня только второй день. Вчера было открытие форума, поэтому в рамках форума, конечно, я еще не успела познакомиться с учреждениями, но сегодня по плану буду посещать и Национальную библиотеку, буду посещать библиотеку Белинского, краеведческую. Вот, хочу еще некоторые посмотреть библиотеки, поэтому цель такая есть в предвкушении. Хочу увидеть воочию то, что видела на картинках до этого. Ну, я думаю, что вам должно понравиться. Библиотеки – это действительно, чем мы можем здесь похвастаться. Как говорится, не только природа у нас красивая. Есть же такой термин «модельная библиотека». Совершенно верно. Да, это как раз модельные библиотеки, это как раз те библиотеки, которые мы создаем в рамках национального проекта. Да, это вот эти современные привлекательные пространства нового поколения, мы их еще называем библиотеки нового поколения. Вот. В Якутии отмечу, что таких до конца 2026 года будет уже 22, если мне не изменяет память, которые созданы именно в рамках национального проекта, но республика также модернизирует и за свой счет. То есть в целом за счет национального проекта «Культура» вот это дало такой толчок развитию сферы, и многие субъекты, и Республика Саха-Якутия в том числе, начали активно развивать это направление, активно модернизировать библиотеки у себя в регионе. Ну, я думаю, что вы много в каких регионах бывали. Как вообще в целом библиотека, она влияет на культурный облик региона? Ой, ну это просто напрямую, конечно же. Библиотеки – это большая часть культуры, это одна из в целом, кстати, самых крупных сетей культурных учреждений в России. И библиотека – это то место, где, по сути, рождается, наверное, личность, рождается человек. Если с детства человек ходит в библиотеку, читает книги, как-то развивается, обучается, то у нас с вами растет такая гармоничная личность, которую ждет светлое, скажем так, будущее, и которая ждет, да, светлое будущее в стране, которая будет работать на благо страны. То есть в этом плане библиотеки дают как раз-таки возможность саморазвиваться, самореализовываться, как детям, да, которые могут с пеленок ходить в библиотеку, так и даже, например, молодой человек, который раньше никогда не ходил, а тут он увидел красивую библиотеку, решил в нее прийти, и там, не знаю, у него идея какого-то проекта по креативным индустриям, например. И он приходит в библиотеку и за счет ресурсов и возможностей библиотеки начинает реализовывать, продумывать этот свой проект. И библиотека как такой старт дает ему, его проекту, его идеям, его работе. Поэтому библиотеки всегда служат таким пространством, где человек может развиваться, может обучаться. И на самом деле, если даже нет желания что-то развивать, обучаться, это просто может быть место, куда вы приходите для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы найти друзей по интересам. Просто если вам одиноко, вы пришли в библиотеку, пришли, там, не знаю, на какой-нибудь, записались клуб, в том числе, там, не знаю, клуб по видеоиграм вдруг такой тоже может быть, или думаю, клуб, да, конечно же, по чтению, да, что угодно, по любым интересам, и вот вы пришли, нашли своих сотоварищей, с которыми вы можете проводить время, интересные беседы проводить, в общем, что угодно, на самом деле, можно делать в библиотеке. Хорошо, вернемся теперь снова к молодым специалистам. На ваш взгляд, какими качествами должен обладать сейчас человек молодой, который идет работать в библиотечной системе? Зачастую люди думают, что идти работать в библиотеку – это, знаете, такая тихая, спокойная работа, где они будут сидеть и книжки читать. К сожалению,
Я вынуждена разочаровать наших зрителей, что книжки почитать в библиотеке у вас, скорее всего, не получится, потому что библиотека сегодня — это такое прямо точка кипения такая, где происходит очень много всего. Конечно, это все происходит вокруг книги, вокруг чтения, но молодые специалисты в библиотеках, они у нас занимаются как выдачей книг, так и на самом деле работой с партнерами, привлечением этих партнеров, проведением мероприятий, продумыванием мероприятий, продумыванием каких-то проектов. Очень активно библиотеки участвуют в грантах, получают средства грантовые и реализовывают интересные проекты у себя на базе. То есть библиотека сегодня — это действительно очень многостороннее такое учреждение, где просто кипит жизнь, и библиотекарь должен быть как раз-таки тем активным драйвером этой жизни. То есть он должен инициировать какие-то проекты, он должен вообще гореть желанием работать в этой библиотеке, гореть своим делом. И при этом в чем-то, наверное, еще быть психологом, потому что в библиотеку приходят совершенно разные люди, которые хотят в том числе и пообщаться. Кто-то хочет пообщаться, кто-то не хочет пообщаться. И здесь библиотекарь как раз как в роли такого психолога считывает человека, понимает, что ему нужно, и может найти подход к каждому из них. То есть это очень эмоционально развитый специалист, очень общительный, открытый человек. Вот, то есть довольно-таки многосторонняя личность и активная работа ждет такого человека. Ну, да, надо, наверное, отметить, что получаем образование для того, чтобы работать в библиотеке на филологическом факультете. У нас есть, конечно же, специальное библиотечное образование, можно получить высшее библиотечное образование, можно пойти в колледже отучиться. Очень много специалистов приходит не из библиотечной сферы, не с библиотечным образованием, да. Приходят филологи, действительно очень много филологов, учителей. Я сама по образованию вообще лингвист, вот. Поэтому из смежных, из пиара приходят люди, то есть действительно очень много людей приходит из смежных профессий, приходят и остаются в библиотеке, потому что им интересно, у них там есть как раз-таки возможность проявить себя как специалиста. Вот. Но тут отмечу, что, конечно, есть классические направления работы библиотеки, да, это работа и с фондами, с комплектованием, с обслуживанием, это библиография, вот все классические слова, которые относятся к библиотеке. И здесь, конечно, важно получить библиотечное образование, чтобы работать уже в такой более узкой профессиональной сфере. Ну что ж, Тамара Сергеевна, большое спасибо, что приехали к нам и так положительно отзываетесь о нашем регионе. Приезжайте и приходите сюда к нам еще. С удовольствием, спасибо, что позвали. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.